Больше 45 экспозиций представлено на выставке. Эти фотографии не просто память об этих людях. Они представляют разные тейпы, а передают память о трагедии, потере близких, голод, болезни, годы депортации. Некоторые посетители делятся, что можно даже прочувствовать боль в запечатленных лицах. Это не первая персональная выставка Аюпа Цуроева. Зритель познакомился с его творчеством еще 10 лет назад. Но это первая экспозиция, посвященная скорбной странице в истории ингушей. Почтить старших и напомнить младшим. Художник тщательно работал над каждой экспозицией. اشت ازمحت جيب على دق دواتش خوان العيري دق مشخنيتان اشت دق صدع عيري بوق وشلا دكورت عيري شان قش بس ياسين خير عيري هير شان قش تيب سن بياجا بس ياجرك ايجا ايوجش ليت غل صار دبوخش صار يسالر هاش دحوقش Талант, пробудившийся в детстве, мастер начал развивать с 15 лет и остановился не на чем-то одном. Аюп пишет картины, фотографирует и мастерит художественные изделия из дерева. Памятный вечер очевидцы черной среды проходит строго на ингушском языке, а главные гости – очевидцы депортации. Они устояли перед ударами судьбы, сохранив при этом свой язык, культуру и обычаи. Фотографии, живопись и декоративно-прикладное искусство. В его умелых руках дерево обретает новую жизнь в самых разных формах. Каждая работа Аюпа Цуроева по-своему уникальна и неповторима. Они впечатляют и наполняют эмоциями. Здесь каждый нашел что-то по душе. Мне эта тема очень близка, потому что моя мама еще жива, она помнит эти времена, хотя была маленькой девочкой. У меня бабушка умерла, мамина мама умерла в Сибири. Выставка меня очень впечатлила, очень. Его работы, вот эти, вот особенно вот напоминают слезы. Сфотографировали моего дедушку с моим младшим братом. Дедушка, бывает временами, что он рассказывает истории, которые он слышал, которые он мог моментами вспомнить. Если честно, когда он рассказывал, я начинала плакать, чувствовала горе, про то, что они прошли. Прийти и оценить работы Аюпа Цуроева можно до конца февраля. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.